В рейд вышли представители администрации города и комитета по экологии. За неделю выписали 2 десятка протоколов. Напомню, штраф за антисанитарию от 1 до 3 тысяч рублей. Репортаж Индиры Манкиевой. Все машины заезжают отсюда, на мусор бросают, уезжают. Хозяин рынка, что по дороге к школе Илин, горячась, доказывает комиссии, что не имеет никакого отношения к этой несанкционированной свалке. Хотя свидетели утверждают, что видели, как из его двора выносили мусор и бросали именно сюда. В итоге, пока члены комиссии выписывают владельцу рынка протокол, сотрудники муниципалитета вызвали технику и убрали весь мусор. Но это только сегодня. Если здесь снова накопится мусор, то директору придется платить за него штраф. Вот эти свежие ищут. Свежие или хотели кто-нибудь? Ай, саб дина, его хотел серии марки, ну что? Уборщица должна круглосуточно быть. Кроме... Ай, уборщица вечером приходит нас. С утра до вечера. Административная комиссия для того и создана, чтобы в ходе подобных рейдов убедительно разъяснять предпринимателям и физическим лицам, что чистота и красота города напрямую зависит от того, куда его жители выбрасывают мусор. Обязательно чистота. Уборщица есть, просто сегодня она заболела. С утра позвонила, я вот всех лица. Пока такая комиссия функционирует лишь на Зрановском районе, но Республиканский комитет экологии настоятельно рекомендует всем муниципалитетам перенять этот опыт. Мусор скидывается в основном в ночное время суток и ранним утром, когда люди едут на работу. Это, конечно, понятно, что это очень нехорошее явление, можно сказать, свинство, но вот мы стараемся взаимодействовать с администрацией, хоть своими силами и ихними силами как-то поддерживать город в порядок. Тем более у нас центральный административный округ на протяжении долгого времени один из самых чистых, потому что работают и стараются. И когда мы им указываем нарушения, они ликвидируют их в тот же день. За одну неделю члены комиссии составили около 20 протоколов, а ведь штраф за мусорные нарушения составляет от 1 до 3 тысяч. Ну а в случае повторного нарушения дело нарушителя передадут в более серьезные органы. После предупреждения, если не устраняются какие-то нарушения, это может быть не только бытовой мусор, это может быть какой-то инертный материал, стройматериал, неправильная реклама какая-то. После предупреждения выносится протокол уже о наказании, то есть наложение штрафа. Это денежный штраф, суммы относительно небольшие, но в любом случае они есть, и люди, чтобы повторно не платить штрафы, устраняют нарушения. Работа комиссии будет вестись на постоянной основе, по крайней мере, пока ее рейды не дадут устойчивый результат, который положительно отразится на санитарно-экологическом состоянии всего региона. Индира Манкиева, Гапурчах, Киев. Новости 24.